надо жителей Ставропольского края в этом плане успокоить, потому что для этого нужно менять Конституцию Российской Федерации, всенародный референдум и так далее. То есть это в принципе сегодня нельзя реализовать. Разделения края не будет. Вот основной посыл депутатов, который они хотят донести до своих избирателей. А поводом для этого послужила статья «Ставрополье. Главный приз Олимпиады», которая вышла в ростовском издании «Новая газета» в Южном Федеральном. Заметка содержит весьма провокационные мысли. В Чеченской республике вроде бы должна отойти большая часть Ставрополья, краевой центр, район Ковминвод и иные районы. Или другой, не менее спорный тезис. Пострадают примерно 2,8 миллионов человек, проживающих сейчас в Ставрополье. Им останется мигрировать куда-нибудь поближе к центру России, бросив земли, дома, квартиры и иное недвижимое имущество. У депутатов резонно возникли вопросы к автору статьи. Тут постоянно ссылается на президента, который якобы, в кавычках, выступает гарантом мира на Кавказе. А цель его – скрытые договоренности с Рамзаном Кадыровым о разделе Ставрополья. Группа депутатов будет вносить на заседание повестку дня проект постановления об обращении в Генеральную прокуратуру, чтобы оценили действия журналиста и данной газеты на предмет соответствия Конституции Российской Федерации, Уголовному кодексу и Закону о средствах массовой информации. Вопросу решили не придавать партийный статус и подписаться под обращением к генпрокурору всем вместе. Вспомнили депутаты и слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, на который ссылается эта газета. И снова цитируем статью. 83 субъекта – это слишком много. Субъекты неравноценны по уровню развития экономическому и социальному, и по потенциалу. И что не исключено, некоторые неблагополучные регионы будут укрупнены. Как опытный политик, Валентина Ивановна не огласила список. Впрочем, эксперты не сомневаются, что один из них наверняка Ставропольский край. Может быть, все-таки мы тоже к ней обратимся, чтобы она действительно прояснила свою позицию. Потому что мне ни из одного интервью, ни из одного выступления я так для себя не понял, какие конкретно она регионы имела в виду. Спасибо. Для Ставропольского края, мне кажется, это важно, чтобы было понятно, что Ставропольский край здесь никаким образом не подразумевается, когда третий человек государства говорит такие вещи. Спасибо. И тут же депутаты вспомнили историю, которой пестрят все электронные и печатные СМИ последние несколько дней. Причем думцы увязали ее с главной темой планерки. Дагестанец изнасиловал там казака. То есть, если вы обратили внимание, то есть вот оно деление границ, вот оно, это что такое? Да, но тем не менее, сегодня пошла она ж это в одну копилку, как бы. Речь о событии, произошедшем в станице Рождественской Забелинского района. Там местный житель, аварец по национальности, совершил насильственные действия сексуального характера, а проще говоря, изнасиловал казака, который не возвращал долг его брату. Он-то все на телефон снимал. А потом, когда это все он снял, вот это вот типа моя страховка, то, что ты мне поможешь вот этот весь разобрать. А когда разберешь, я вот это видео при тебе удалю, я тебя не знаю, ты меня, и все. И депутаты возмущены не только самим фактом преступления, но и тем, кто оказался жертвой. Что такое? У нас то казака подрежут, то сейчас изнасилуют, то еще какие-то проблемы. Мы сейчас выносим закон о том, чтобы казаки входили и охраняли нас, а получается надо вносить закон, чтобы мы охраняли казаков. Сейчас подозреваемый заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается. Ну а некоторые парламентарии предлагают вплотную заняться национальной политикой. Больше, говорят, тянуть некуда. Казак, там, дагестанец и так далее, это для нас, для всех знак. Я не призываю к экстремизму. Но, тем не менее, вот та информация, которая сегодня дана, то есть и вот по Арзгирскому району и так далее, то есть они что там, весь край скоро изнасилуют тогда вместе с властью со всей на свете. Сергей Надеин, Антон Поляков, Андрей Скирда, РЕН-ТВ Ставрополь.